Дорогие друзья, дорогие любители литературы, любители чтения, к нам в Центральную районную библиотеку поступила партия новых книг. И сегодня я вам хочу представить какую-то часть этой литературы, потому что их много. Особое внимание мы хотим оказать нашим детям, нашим школьникам. И как вы видите, вот здесь вот литература для детей. Вот такая серия книг поступила, называется «Школьная программа по чтению». Авторы вот Николай Гоголь, Куприн, Мамин сибиряк. Вот такая книга, очень яркая, «Приключения Чиполлино», Джанни Родари. Очень яркая книга, издательство «Москва», 2022 года. Много иллюстраций, очень интересно читать ее, очень удобный шрифт. Русские народные сказки. Здесь для очень маленьких малышей сказки, очень известные сказки наши, которые мы с детства слышим. Здесь в обработке наших писателей, сказочников. Тоже очень интересная книга, много иллюстраций, очень крупный шрифт, удобно вот читать. Пожалуйста, тоже такая книжка. Есть такая научно-популярная серия литературы мы получили. Вот такая школьная энциклопедия, очень интересная. Здесь много всего можно узнать о космосе, о Земле, о науке, о человеке. Что только здесь нету. На многие вопросы школьники могут найти ответ в этой энциклопедии. Тоже очень она яркая, с такими иллюстрациями. И в конце даже какие-то занимательные такие тоже проводятся в конце книги. Хочу еще представить вот такую серию научно-популярной литературы. Это для младших детей. Вот такие книги. Вот называется «Планета Земля. Энциклопедия умников и умниц». Вот такая книжка. Она очень легко читающая, такая легкая для малышей, иллюстрированная. Тоже издательство «Москва», 2021 год. Из этой же серии книги вот тоже животные-рекордсмены. Очень интересные животные. Здесь необычные. Вот здесь показаны разные морского обитания. Потом есть здесь животные, насекомые. Вот все это очень интересно, очень так разноцветно. И читать очень интересно. Серия из этой же серии «Самые маленькие животные». Тоже называется твоя первая энциклопедия. Чуть для старших ребят, тоже научно-популярная. Вот такая серия. Вот эта энциклопедия «История России». Называется эта серия «Хочу знать». Вот здесь, как вы видите, есть «История России», энциклопедия. Древний Рим есть, Древняя Греция. И вот это целая серия из этих книг. Правда, здесь не все, а есть еще продолжение. Вот энциклопедия «История России». Вот начиная с тех давних времен про нашу страну, Древнюю Русь и так далее, до Великой Отечественной войны. Очень такая тоже интересная энциклопедия. Вот самые главные эти события школьник может узнать по этой энциклопедии. Потом есть вот такая серия, неклассное чтение тоже. Здесь мы просто указаны только несколько книг, их тоже много. Вот здесь Куприна «Белый пудель» рассказ. Здесь вот Лев Толстой, Филиппок, Чехова «Каштанка». Тоже вот издание московское. 2021 год. Тоже книга с иллюстрациями. Вот очень удобные шрифты. Вот как мы заметили, для детей очень крупный и удобный шрифт для чтения. Серия такой литературы, школьная библиотека называется. Тоже много вот по этой серии книг. Но здесь мы просто указываем только две книги. Вот Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера».
Вот здесь только две книги мы вам показываем. Потом хочется остановиться на взрослую классическую литературу. Серебряный век. Серебряный век начинался с конца XIX века и до Октябрьской революции. Здесь вошли известные поэты Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Есенин, Маяковский и многие другие. Очень интересное вот такое издание, красивое оно такое, в таком переплете. Московское издание 2021 года. С этой серии вот у нас тоже вот здесь книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», Николая Гоголя «Мертвые души», это одна серия. Потом вот такая серия тоже, это все это классики наши. Вот такая серия тоже, лучшая мировая классика называется, тоже вот Лермонтов, Тургенев и другие писатели. Тоже московское издание 2021 года. Они все такие красивые, удобные для чтения. Вот дальше тоже идут Куприн, вот. Куприна две книги здесь, Зощенко. Здесь хочется показать и книгу Александра Пушкина, его роман в стихах Евгений Онегин. Вот такое издание, московское издание 2019 года. Такая удобная тоже книжка для чтения. Вот серия вот таких книг мы получили, тоже классика. Это издание Санкт-Петербург 2021 года. Тоже известные наши классики Лев Толстого, Достоевского, Беляева и многих других писателей и поэтов. Что еще вам? Это современные вот писатели тоже, литературу мы получили. Вот автора Ася Лавринович «Загадай любовь». Ее же книга, вот тоже «Любовь», не по сценарию вот, книги. Хочется представить вам книгу Владимира Высоцкого. «Серебряные струны» называются. Такая книжка. Московское издание 2016 года. В начале современники пишут о Высоцком. Потом биография Высоцкого и его стихи. Стихи, песни, как мы уже говорим. Ну, здесь все эти наши классики и современные писатели. Хочется отметить вот такую книгу «История Великой Отечественной войны». Это справочник, помощь для школьников сдавать ЕГЭ. Очень удобная, очень все раскрыто, здесь и иллюстрации есть. Это издание Ростов-на-Дону 2021 года. Вообще очень хочется отметить издательство Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Очень хорошие вот издания книг. У нас, правда, разнообразные по разным темам. Хочется и вот такую книгу вам представить. Справочник мастера малярных работ. «Мастер на все руки» называется. Тоже всякие секреты мастеров здесь. Вот такие две книги, кто любители грибов. Такая книга «Грибы съедобные и несъедобные», такая брошюрка. И вот такая полная энциклопедия грибов. Называется тоже московское издание 2012 года. Прямо все здесь грибы и описание этих грибов. Вот такая книжка тоже. Для школьников в помощь тоже хочется показать вот такой справочник для подготовки к ОГЭ. Пожалуйста. Тоже вот можно воспользоваться этой литературой. Для младших классов в помощь. Вот такие с 1 по 4 класс у нас серия вот этих книг. Словарь школьника называется. Это фразеологический словарь. Почему мы так говорим? Потом вот такой универсальный словарь. Как писать и говорить правильно. Для школьников также в помощь. Идеальное сочинение называется. Оксана Беляева и Николай Тыранов написали эту книжку. Подготовка к ЕГЭ. Вот такая книжка, пожалуйста. Как писать сочинение. Еще вот такой большой сборник сочинений, изложений для 5-11 классов.
Из этих же серий вот такой сборник тоже, новый сборник сочинений для 5-11 классов. Пожалуйста, обращайтесь. Автор Елена Амелина. Вот такая книжка тоже поступила к нам. Называется «Близ энциклопедия. 500 вопросов и ответов об исламе». Для широкого пользования читателей очень интересно. Здесь про Коран, хадисы, потом пророки, ибадат. И вообще вот все то, что на все вопросы можно здесь найти ответы. Кому это интересно. Как вы видите, здесь целая серия у нас разных словарей. Это в помощь и для школьников, для студентов. Вот такой универсальный словарь, здесь входят все вместе. Вот такой универсальный, такой хороший словарь, более 130 тысяч слов и статей здесь. Получили также мы такой новый англо-русский словарь и русско-английский словарь. 250 тысяч слов, это слов в этом словаре. Есть еще маленький словарь, вот такой, как карманный словарь, можно сказать, современный школьный англо-русский словарь. Пожалуйста, приходите, пользуйтесь. Вот такая книжка, издательство Волгоград, 2016 год, автор Дадаев Юсуп Усманович. Это историк, он по материалам архива создал такую книгу «Вооруженные силы государства Шамиля», как у него вот это войско начиналось собираться и как он организовал это в конце, в этой войне кавказской. Вот очень интересная книжка, здесь много таких архивных фотографий, иллюстраций, все очень интересно его читать. Пожалуйста, такие покорители Кавказа, портреты, фотографии, иллюстрации. Есть еще такая книга, вот очень красивая, такая, Магомеда Гамзаева, тоже историк, написал про имама Шамиля. Очень такая обширное такое содержание. Здесь начинается вот сначала с рождения Шамиля, как он жизнь прожил, вот и Кавказская война, о его судьбе до конца его жизни, о его семье, о детях. Такая интересная книжка. Мы получили вот книгу Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Вот две книги, это одно и то же содержание, но разные годы. Это «Мой Дагестан» Расула Гамзатова мы получили, это махачкалинское издание Махачкала 2017 года, а это 2022 года махачкалинское издание. Как вы знаете, следующий год мы отмечаем 100-летие со дня рождения Расула Гамзатова. И, пожалуйста, вот прочитайте его это произведение, оно очень интересное. Вот, можно сказать, это история нашего Дагестана. Когда читаешь, ты чувствуешь, что это о Дагестане. Вот такая книжка Хаким Курбана. Называется «Зюхре Гед». Вот его портрет здесь. «Утренняя звезда». Книжка Махачкала, 2018 год. Это книга об интеллигенции нашей дагестанской в период советского времени и в период перестройки. Какие изменения происходило. Такой роман. Такую книжку хочу вам представить. Книга Фазу Алиевой, стихи ее «Рай под ногами матерей». Здесь это стихи ее о матери. Это последние ее стихи на аварском языке тоже есть здесь, которые еще не успели перевести на русский язык. Хочется вам представить такую очень ценную книжку «Красная книга Республики Дагестан». Это вот такие редкостные здесь животные, птицы, все это вот природные эти растения. Очень интересная такая книжка. Махачкала, 1998 года издательства.
такая иллюстрированная, она все прямо показана. Хочется остановиться и на этой книжке. Это у нас здесь издано в Сулейман-Стальском районе, называется «Афганистан. Наша память и боль». Эта книга издана с помощью нашего районной администрации и председателя культурного центра «Кюринские зоры» Ахмед Пашаевича. Очень нужная книжка. Здесь в этой книге отражены вот это события афганские, наши ребята, которые там служили, те, которые погибли. И вот их портреты, о них здесь тоже, те, которые вот сейчас тоже в данное время живут. Кто служил там, кто воевал там. Очень такая нужная книжка. Это, дорогие друзья, это коротко я вам рассказала об этом. Много еще книг у нас в библиотеке есть. Это такой короткий библиографический обзор литературы. Мы очень вас ждем, наших постоянных читателей, новых читателей. Мы всегда готовы вас встретить. И, пожалуйста, вы получите многие ответы на ваши вопросы. И вообще чтение, я считаю, это позитив в жизни. Мы всегда готовы вас встретить. Добро пожаловать!